Дорогие товарищи, я хочу сегодня провести беседу. Вот нас трое здесь. Чотчаева имеет отношение. Вот сидит главная Чотчаева, она целая Чотчаева. Это Байдымат Джамашуевна Чотчаева, филолог, заслуженный учитель КЧР, ветеран труда. Это Джанибекова Абидат Нанакшиевна. Она физик-математик. Ну, наверное, тоже какие-то регалии есть заслуженные. У нее мама Чотчаева, значит, половинка. И вот посмотрите на меня, Байдымат Кичерукова. Мамина мама Чотчаева. Мы все родственники. Я четвертинка в их обществе. Ну, что я хочу сегодня, знаете, такую интересную передачу, фамильную сделать. Может, даже начнем чуть-чуть по-русски, а потом перейдем на родной карачаевский язык, потому что будут много, да, интересного. Пожалуйста, давайте, что мы знаем о родословной по чотчаевской линии? Чотчаевы, они выходцы из Нижнего Учкулана, да? Вот, рассказывайте. Кто что интересно? Хурзук. Относилась к Чотчаевский квартал, Хурзуку. Хурзуку относился? Да, относился к Хурзуку. 350 домов было до переселения. 350 домов да было. Вы что? И отдельный колхоз имени Калинина. Угу. А вы что знаете про... Ну, про Чотчаевых часто говорят такие пословицы, как «Чотча келсе, арбазда ит тутма». То есть, если невестка Чотчаева, то не надо заводить во дворе собаку. Я против этого. Я против. Почему? Почему? Потому что у нас у Чотчаевых было 5 дочерей. Эти 5 дочерей были красавицы, одна другой красивее. И вот они выбирали старшее, очень много сватали, она ни за кого не хотела выходить замуж. Но отец сказал, кто вот сейчас придет, будет сватать ее, я отдам, потому что у меня еще 4 дочерей. Не буду ждать, да? Так. И что потом? И посватал его у русов. У русов посватали? Ее посватали, посватал у русов. Он был очень некрасивый, рыжий, высокого роста, но богатый. Хорошо. Богатство дает красоту. Да, и они жили в Верхнем Учкулане. В Верхнем Учкулане он жил, этот жених. Но засватали, она так и не хотела. Она повернулась, когда ее вытолкнули. И замуж вытолкнули. Замуж, когда выдавали ее, она сказала, «Yüzge kıyılık kelip keleyim». Чтоб я в ваш дом, говорит, вернулась, чтобы у вас беда была какая-нибудь, и я пришла в ваш дом со злобой на отца, сказала так дочь. Это со злобой на отца сказала дочь, но выполнила просьбу отца. Каждое утро перед рассветом прибегала домой Чотчалава с Верхнего Учкулана. Каждый вечер ее отвозили назад. Ну, надо ж, какая к дому привязанная была, да? Да, она родила 2 дочерей, очень прекрасно. И когда умирал отец, завещал, чтобы их выдали замуж. Но так и не получилось. Ай-яй-яй. Ага. Ну, а теперь вы рассказывайте. К этой пословице у нас в селе случился один случай. Насчет какой пословицы? Что? Пословице, что если девушка Чотчаева, то во дворе не нужна собака. Сноха, если Чотчаева, да. Ага. Ну вот, однажды в нашем село привезли еще одну Чотчаеву, невестку. Привезли, она плачет, никто ее успокоить не может. Ну, заходит моя мама и мамина младшая сестра Софья. Приходят, поздоровались, все, и спрашивают у нее, ты, говорит, не любила, пришла? Она говорит, люблю. Ну, а что тогда так смертельно плачешь? Она говорит, вот, видите, говорит, я с Даусуза приехала, там и так были мачаки и лес, а тут, говорит, вообще чаще, как я буду здесь жить? Плачет. А мама говорит, подожди, перестань. Видишь, говорит, ее? Она говорит, ага. Ну, это моя, говорит, младшая. Она, говорит, Чотчаева, я Чотчаева, и ты Чотчаева. Что за нас говорят? Если невеста
Чотчаева во дворе не держи собаку. А мы втроем в селе всех собак уничтожим. А я еще... Село, говорит, не будет держать собаки. И она как засмеялась, говорит. И потом ее же повели эти платки снимать. Аудио, да? И когда ее повели, она как вспомнила, что в селе не будут собак держать. Начала смеяться, а эти, говорят, платки так трясутся. Все говорят, бедненькая плачет. А я, говорит, еще сильнее Смеется. А я, думаешь, говорит, еще сильнее смеюсь. За Чотчаевых вот так был такой случай. А расскажите, знаете что, А девчонки? я пропустила еще. Ну-ка, расскажите. И к этим Урусовым друзья его каждый день приходили. Где Челенчик, пусть накроет нам стол. Келинчик сношенка новая. Да. А Челенчика нету. Она удрала домой уже. Вечером привозили, утром она убегала домой. И в один прекрасный день, опять ее не было, пришли друзья. Где Челенчик? А у них была холеная такая собака, лежала во дворе. И вот этот зять Чотчаевский говорит, вот она. Вместо нее собака осталась. Вот она. И вот С тех пор называют, да? С тех пор называют. Девчонки, а кто из вас расскажет про вот Чотчаевых, которая на Луну, про Венеру вот полетела? Кто из вас хорошо знает эту историю? Во Это вторник. Чотчаева Зухра. Вторник, да? Зухра во вторник. Она пошла к речке, мыла бурку. Бурку мыла и стряхивала. Чотчаева Зухра. Чотчаева Девушка, Зухра, да? Да, девушка. По Красивая. рассказу. И она, значит, когда вот это стряхивала, и начала подниматься вверх. Все остановились, все кричали, смотрели. Это правда был, да? Это была правда. Она поднялась и исчезла. С буркой вместе исчезла. С буркой. Но когда как-то за этот говорили, ученые говорили, что звезду Венеру называют на Земле Зухра, они сказали тоже, вот, что это вот эта присказка была, что звезду так называют. Поэтому всегда говорят, если взошла Венера, это значит, Зухра смотрит на свой аул. Вот это всегда, вот это эта интересно. притча всегда шла. Вот. И моя мама об этом рассказывала. Дорогие друзья, вот сейчас я хочу про это сказать, чтобы пока не забыла. Значит, Венера переводится на карачаевский язык как бы Зухра. Чолпан, Чолпан Джулдуз, утренняя звезда, звезда любви. Ну, еще Чолпан, звезду называют так, Венеру, многие тюркоязычные народы. Да. Вот, Зухра, Чолпан, это все утренняя звезда. А еще Чотчаевы во вторник не работают. Да. Почему? В честь А- нее. Потому что Она улетела, да, в тот- улетела. И готовят с 9 разных всего Блюд, продуктов с 9 разных. продуктов готовят пирожки и раздают Хачины и раздают. Обязательно во Ну, вторник. надо Это же. во а. вторник. Вот я этого Во не знала, вторник я этого не надо знала. начинать работу, не надо выезжать на дорогу. Да. Да, если сильно необходимо, а так не надо выходить. Не надо Надо выезжать. ее во вторник хотя бы имя ее вспомнить, что-то сказать в честь нее. Вот это среди Чотчаевых моя это сестра существует делала. и пересказывает из уст в устава об этом. Ну, вторник у карачайцев и так же, что вот Но нельзя это работать. Совпало. Совпало, Это видимо, да? Совпало. Потому что У нас закон Зухра- общий такой. Зухра улетела давно. Это не это самое еще где-то в 17-16 годах, это не сейчас. И поэтому то, что нас выселили во вторник, это совпало. Это О, совпадение. нас еще выселяли во да. вторник. Во Нас вторник, еще выселяли во вторник. Да. Что-нибудь помните, Да, вот да. связано с Чотчаевыми, что-то такое вот из ряда вон выходящее? Ясно, сама высылка это из ряда вон выходящее. Ну, что-то вот конкретное что-то. Конкретное. Ну, когда мой дедушка Чотчаев Шамиль Оштаевич и его дочь Соня Шамилевна были на перевале Санчар, вот в этот момент и выселили бабушку Джандет Османовну с 8 детьми на руках. Вашу и на бабушку? спине мою бабушку, да, Ой, Джандет одна? Османовну. Она была дома одна, и ее вот так с 8 детьми выселили. Пока она ехала на дороге, у нее умерли 5 сыновей.
Все 5 в разные окна повыкидали. Вот. И когда сошла в Актюбинске, там она на этом станции, когда пошла просить у кого-то хлеб или воду, там она потеряла 2 дочерей, Норсию и Надю. Надю впоследствии в 1959 году мы нашли, то есть написали нам письмо, что она там работает, поехали, нашли, а Норсию мы по сегодняшний день ничего не знаем. Ой-ой-ой. Да. И бабушка моя выплакала все свои глаза, и смотря на дорогу, ища Ой. свои... Извините, что такие вот я вас навела с вопросом на такие воспоминания горькие. Девчонки, а может быть какие-нибудь очень интересные люди с такой фамилией, какие-нибудь заслуженные, то ли спортсмены, то ли, ну я не знаю, вспомните. Могу за Шамду сказать. Шамда еще в 1937 году был на ВДНХ со своим бугаем, которого он вырастил сам. Когда еще она теленком был, он его поднимал и опускал в гору, где он пасется, поднимал и отпускал. И уже даже 2-годовалого носил туда и обратно. Это сколько примерно килограмм было там? Ну, я так не знаю, но Примерно. когда он повел в ВДНХ, там 800 килограммов было. Этот И он- бугай, да, 800, этот бугай ой-ой-ой. был 800 килограммов. Тонна, и- считай. И он получил премию «Выдающий сельскохозяйственник». Он получил в 1937 году. Машалла, Вот. машалла. А этот Ибрагим, он уже в 1956 году с курдючными овцами ходил. У него отца весило 43 килограмма, чего почти не бывает. Вот, Карачаевский. именно карачаевская овца. Вот Порода. он тоже этой породы вырастил, и это тоже был на ВДНХ среди Чотчаевых. Среди Чотчаева Зухра Таукановна. Это кто? Вот ее Ну, фотография, я могу показать? Нет, рассказывайте. Да. Она многократно награждена. У нее очень много медалей и орденов. Она доярка. В честь нее сейчас назвали Ковабашинскую школу. Вот. Ну, я не знаю, там, как они определили, не определили. Она проработала свою жизнь дояркой, а в Казахстане она окончила курсы трактористов, работала трактористкой. О, первая Ангелина. трактористка Карачаевка. Да. Это же тоже Да. интересно как. Ну, как Ангелина, Паша Ангелина, точно так же была она первая среди всех трактористка. И Мой когда отец даже был приехали- трактористом. Ой. Когда приехали сюда из Казахстана, она здесь тоже вначале работала трактористом, а когда уже сделали вот этот колхоз, она пошла в этот колхоз и в этом колхозе. Последние годы она была депутатом в Кочиере, работала. Но множество у нее наград. Ее брат, младший брат Юсуф Тауканович, он врач-терапевт, проработал 52 года. А его дочери, двое учителя, а младшая дочь, как и отец, врач-терапевт. На сегодняшний день она работает тоже приградным врачом-терапевтом. Вот, по стопам отца Чотчаева очень передовые. Так, ну я хочу тоже вспомнить бабушкиного брата, Амашу его звали, Чотчаев Амашу. Он был военный в царской армии. Где-то у мамы была фотография в военной форме, такой красивый мужчина Амашу. И все вот его именем поговорка пошла по всему Карачаю. Вот это кто-то... Амашу келесе, уштабар, как это? Божья коровка. Божью коровку сажали люди, когда хотят, чтобы чтобы кто-то скорее вернулся домой. Если Божью коровку найдут, ложили вот так на тыльную сторону руки и говорили, если он скорее вернется, ну-ка улети. И если эта Божья коровка улетит скоро, ой, радовались, скоро вернется. И вот именем моей бабушки брата, значит, получается, дедушки, да, вот такая поговорка родилась у карачаевцев. Амашу келесе учтай бар. У меня дедушка на 3 фронтах был. У меня дедушка, он окончил кадетскую школу, потом был офицером, первый германскую тоже он воевал на Даватаре, вот это сотней командовал. Второе во время революции. И третье, вот Великой Отечественной, он 3 войны, можно сказать. А отслужил он 25 лет царской, этой гвардии царской.
25 лет отслужил. А беда. Дедушка тоже. Нас так мало карачаевцев, балкарцев, карачаевцев, да? Скажите, пожалуйста, примерно какая численность нашей фамилии Чотчаевской? Ой, это я не смогу сказать, потому что Чотчаевых более 5000, около 6000. А на первом месте стоят Узденовы, на втором месте стоят Батжаевы. Но они могут перемениваться, дело не в этом. На этой переписи написали, что Чотчаевы на 6-м месте. Ну, это Вот. уже здорово. Это, да, А на у моей 6-м месте. фамилии, мы, знаете, в Тельняшках, у нас даже места нет, у нас мало. Мы в Тельняшках. Да. Кечеруковы. Девчата, там у вас поговорки связаны тоже с Чотчаевыми. Ну-ка, Ну, почитайте здесь, нам. Пусть по-карачаевски здесь почитайте. Здесь моему прадеду было сказано, вот, «Эрге турса жити жан, огай десен келикан». То есть он никогда не любил, когда кто-то спал, лежал, растягивался. Он любил, чтобы были дети подвижные. И второе, это самое, если сохраните это самое угольки, то обязательно получишь костер. А если, говорит, разбудишь джиты, то будет хороший той. Всегда он очень любил танцевать и петь, и он сильно разжигал молодежь, чтобы танцевали и пели. И даже мост, вот этот джиты мост, там вот, когда красный мост, который, когда едут на Махрузук, его хотели поставить намного, километров 3 или 5 выше. Но Джиты настоял на том, чтобы его поставили на вот эту платформу. Он говорит, только эта платформа выдержит такой тяжелый мост, дальше он будет тонуть. И когда поставили, на второй день он женил своего сына Ахью. И свадьбу играли на этом мосту. Надо же. Свадьбу гуляли, да. И это мост все время, как там тоже даже есть вырезано, джиты написано на этом. Все Джиты это имя, да? имя прадедушки моей, прадедушки моего. Вот. И этот... вот Джиты он, это острый. Или пика, а или его что-то так такое. и звали. Джиты Шамдаревич. Джиты. Вот. И он, как говорится, вот его... немножко вот мешался, но этот мост его именем, хотя он труда не вложил, как говорится, а его именем этот мост всегда Это вспоминает. Красный мост? Красный мост, да. Ну, там и другого вспоминают инженера, но Но его тоже, инженер, но инженер это тот, который сделал, привез. да? А он просто посоветовал, куда поставить. А, ясно, Понимаете? вот как. А там были такие перила хорошие, на них были вытатуированы дата, когда поставили этот мост. Ну, какой-то человек пришел, себе спилил, это все забрал. Я даже удивляюсь. Дорогие как друзья, Карачаево-Черкесии на реке Кубань прекрасный мост. Он на болтах, на шурупах держится, представляете, на гайках. Вот Красный мост называется. Вы увидите при царе, при каком-то царе, сколько да. Сколько, вы знаете, подъемов реки, сколько разливов Кубани буйствовало. Это мосты большие, огромные при Советском Союзе, которые построены цементом, все это унесло. А этот мост, который на болтах закрученный, до сих пор держится. Это Дудов по чертежам Дудова. Он сам присутствовал, Дудов. Да. Ну, Девчонки, ну вот это очень приятно. Мы уже беседуем почти 18 здесь минут. Мне Что хотелось еще? еще сказать про дедушку Шамиля, тетю. Сестра Джиты, Арюджан. Она была силачкой. Вообще сильной. Она поднимала 2 фляги воды и свободно ставила на бричку. Это фляги по 50 литров, кажется, да? Да, полные воды, она их просто так, как будто бы что-то простое, что-нибудь кидала, вот так делала. Она была очень сильной. И когда были Представляете, 100 соревнования, килограмм. когда были двумя руками. соревнования, приехали борцы из-за рубежа. Ну, там никто не смог, и вот ребята прибежали, начали ее просить. Арючан, выйди, пожалуйста. А то, говорит, уедет и скажет, я весь Карачай победил, выйди. И Арюджан пошла. Переоделась мужчиной? Переоделась мужчиной, пошла. И когда им сказали, поприветствуйте друг друга, она подошла, и когда только подошла, она вот здесь раз, и поломала ему руки, и отошла назад. А когда сказали, что вы не боретесь, боритесь, тот сказал,
принесите, говорит, ремень ей. Этому джигиту принесите ремень. Он уже победил, он мне, говорит, уже руки поломал. Чем я, говорит, буду бороться? Это ж надо. И он дал, но он же не знал, что это девушка. Он как молодому парню отдал вот этот пояс. И она ребятам принесла, говорит, нате вам ваш пояс. Вот. И таким образом победу взяли вот в Карачае. За что ей сказали? Кürş terekçe küçlüyse, kayın terekçe subaysa, emen terekçe katıysa, kaysın айтайым атыңа. Это изречение Чотчаева Арюджан. Вот здорово. Это для нее вот. Ну, я тогда попутно тоже, знаете, что скажу, девчонки, вы мне про нее, про силачку рассказали. Так вот, у Кечеруковых, я извиняюсь, что я вмешиваю фамилию Кечеруковых, была Сараяма. Известная силачка, она, знаете, что делала? Она переодевалась в мужчину и с перевала, угнанные абхазами или кем, возвращала скот, людям раздавала. Она могла натянуть тетиву ночью, черной лисе в глаз попасть. Ну, очень сильная была. И тоже в Кабардино-Балкарию поехала на какие-то схватки. Сидят, кушают, она в мужской одежде. Кушают все, потом, вставать надо, ихняя очередь бороться. И она вот бедро вот так облокотилась, того, с кем будет бороться, и встала. И у него тоже бедро сломалось. Ну, это, может быть, байки, но это ходит. Мы с гордостью это вспоминаем. Вот у нас такая Сараяма была, Кечерукова. Не то, что было ее имя Арюджан, она была очень красивая. Вот ей ала көзлü, kalın çaçlı Arücan, tau kopkaçık, buğulu sanlıçık Arücan, jigitligin, tiriligin aytılar, çötçar bazga bir kemsiz kuvat salat. Ой, представляете, век ее нет, и посмотрите, какие стихи, память народная, это вот фамильная память держит, своих героев не забывает. Это, как ее... Мама все время это повторяла и говорила, смотрите, во вторник ничего не делайте, не начинайте во вторник, вот это обязательно, вот это, чтобы мы сохраняли что-то из ее, как говорится, фамилии, чтобы мы что-то знали, наверное, она это делала. Ну и еще одна пословица, чотча учхан куштан тык алат, минен атына жүриш салат. Были очень много джигитов Чотчаев, которые... когда скакали на коне, хватали с земли брошенную палочку или носовой платок, или что бросали. И плюс к этому они, стоя на конях, скакали очень сильно. Вот, джигитировали, да, джигитовка. Все трюки показывали. И вот это все время на этом. А у меня дедушки было 2 лошади, зайчик и мальчик. Он никогда не имел с собой пруд, чтобы их хлестнуть. И никогда громко не говорил. Он тихо говорил: направо, налево, вперед, беги, тихо. Ты смотри, тихо, понимали, тихо. Да? Лошади. Его понимали, он даже, когда его на расстрел вывели на его коне, сказали, что... Кого на расстрел? Деда? Дедушка, Где это? За что? В Хасаут-Греческом, когда... Это аул Хасаут-Греческий в Карачаево-Черкесии. Да. Когда немцы приехали? Когда немцы пришли, там кто-то донес, что Шамиль и Андрианов Николай Никифорович, они завод спрятали, короче говоря, сказали, что они завод куда-то дели. И чтобы что за завод? Лесопильный завод. Ага. Чтобы они все это восстановили, наверное, поэтому их пытали, а когда они ничего не сказали, их вывели на расстрел. И расстреляли? Нет, когда вывели на расстрел, тогда и Николая Никифоровича, и моего дедушку посадили на старых коней. И на бричке сами поехали, эти каратели поехали стрелять. Но конюх, который вел бричку, он был работником Николая. Раньше он работал у него на заводе. И он тогда, когда уже вот близко подходили, он крикнул: «Нёх!» Бричка потянула, кони потянули. И эти пока туда-сюда, и мой дедушка, и Андрианов Николай ускакали в лес. И тогда мой дедушка сказал своему коню:
скачи, унеси меня в лес, лучше пусть волки меня порвут, но не немцы. И он стрелой в лесу спрятался, когда было темно, он пришел в Хасавут греческий, там до Апачевой Елены он пришел и прятался у него 11 дней, у Апачевой. А Апачева Елена ему дала, как говорится, грудь и кормила своим молоком. У нее тогда было в люльке этот. Кому давала грудь? Шамилю. Когда маленький, наверное, был, да? Нет. Уже Взрослому? взрослым. А Вот почему он, она грудь давала? уже, Не поняла. Потому что она не могла выйти, ему хлеб принести или воду, или что, а дедушка... был- Взрослому человека кормила грудью? Да. Мой дедушка был раненый, ну, они их же пытали, он был очень слабый. А выйти, чтобы принести что-нибудь, она боялась, Может, она что немцы- сцеживала и поила? Может быть, я рядом не была, но дедушка мой так сказал. Смотрите, ну как, родство держите с Апачевыми. Смотрите, чтобы ваши дети не женились, потому что она моя молочная мать. Это Вот как. он Видимо, всё время об сцеживала этом и говорил. кормила. Ну, Он надо же. об этом говорил, он все время говорил, смотрите, она Вот моя нонсенс, мать, а. и ее не этот самый. Машаллах. Люди, вы когда-нибудь такое слышали? У меня мороз по телу. Взрослый мужчина грудным молоком женщины выжил. А она не допаивала своего сына, а выходила вот Шамиля. А через 11 дней Шамиль пришел к партизанам. И вот он тогда тоже сказал, смотри, маме он 1000 раз предупреждал. Я вот сейчас родняюсь. Я встречаюсь с этими Апачевыми, бываю у них в гостях, Спасибо. они бывают у меня. Вот я и моему сыну уже сказала, Назир, знакомься, вот ихний мальчик. Коля. Апачевы это греки, да? Да, греки, они у нас в селе живут. У нас греческий Вот, аул есть, да, и- такой. И Абидат. таким образом Ой. мы родняемся еще. Абидат, давайте нашу беседу на мажорной волне, не то что завершать, чуть-чуть мажора. Может быть, какую-нибудь песню шуточную, может быть, что-нибудь, ну, с улыбками закончим, а то мне прям аж плакать захотелось. Ну, что веселое можно, я не знаю. Ну, веселая, ну как веселая, улыбчивая. Там я смотрю, Байдымат Кичеруку, посмотрите. Да. Мои сестры меня там рекламируют. О, это мой песенник русских, Вы украинских оба народных байдыматы, песен. да? Да. Вот две Ну, Байдымат. вот, поддерживайте. Загадай желание. Ну, я уже загадала. Спасибо. Дай Бог, чтобы оно исполнилось. Девчонки, ну, все фамилии на свете прекрасные. Все, любых наций. Но каждый должен любить свою фамилию. Прежде всего, свою семью, свою фамилию, свой народ. Знать свои корни. Знать свои корни. Знать свои корни. Дай Аллах, чтобы мы жили, вот зная свои корни. Любой нации. Хоть ты цыган, хоть ты русский, хоть ты карачаевец, хоть ты урусов, хоть ты Иванов, хоть ты Чотчаев, хоть ты Кичеруков. Надо знать свои корни. Ивановых и Петровых не забывайте. Хорошо. Здравствуйте всем, привет всем. Да, ну-ка, девчонки. Вот так, до свидания, спасибо.